У меня гемофилия, она называется гемофилия А, но она еще тяжелая, там получается нулевая свертываемость. Плюс у этой гемофилии у меня в организме есть ингибитор. Мама рассказывала, что у дяди ее, скорее всего, болел гемофилией. Ну, вот, а у него кровь из носа пошла, она долго не останавливалась. Все там и к врачам там водили, ничего никак остановить не могли, ну, и он умер от потери крови из носа. Родители старались себя как оградить от всего, что так опасностей каких-то, там, что там травм. Ну, и как сейчас я себя понимаю, вспоминаю, ну, было ему очень тяжело меня это остановить. Бегал, там, вместе падал, синяки были, но долго проходили. До 13 лет у нас была знакомая медсестра, она приходила, мне уколы ставила. Потом я лег летом в больницу, медсестра одна говорит, что говорит, в принципе, говорит, ты уже все уже большой, что надо самому себе помощь стараться оказать не с помощью родителей, а их же, что они не всегда же с тобой будут. И она мне научила уколы ставить. Отец всегда говорил, ты говорит, такой же, что парень, ну только, говорит, почти как все. Тебе нельзя было прыгать, бегать, там, драться, все, остальное ты, говорит, такой же, как и все. В школе были преподаватели, которые думали, что это гемофилия заразная. Да, и они старались от меня как-то подальше держаться. Были задиры у меня в классе, ну вот у меня были и есть друзья, вот, которые вот, они за меня заступались. У всех один и тот же вопрос, а это не заразно? Я говорю, нет, тебе это никак не передастся. Первый раз, когда вот меня девушка вот бросила из-за этого, там очень плохо было. Там про себя говорил, там, зачем вообще что такое родился, там все вот такие мысли были. Сейчас понимаю, глупый был, как не знаю кто. У меня было так, 4 препарата. Один я получал, у меня было лечение 3 года им, которое результатов не принесло. Наоборот, только ухудшило. У меня ингибитор, он выше подскочил. А сейчас вот на вот этом препарате зима, какой-нибудь гололед. Даже если я упаду, там, локтем ударюсь, да, там, поболит. Все на этом. Он ставится не внутривенно, он ставится подкожно. Ой, вот это самый главный плюс, то, что вены, они отдыхают. Раньше я как-то боялся там пойти там, в клуб потанцевать, да, потому что что-то, может, какую-то травму, да, могу получить. Ну, сейчас, если честно, маленько осмелел. Я когда заканчивал медицинский колледж, я тему выбрал онкологические заболевания. Онкологические заболевания я все был поверхностно рассказал, а конкретно затронул гемофилию. Мне даже повезло, мне попался пациент с заболеванием гемофилии. Мамочка, она была страшная, маленькая была. Рассказал ей, что ничего страшного, он будет получать что препарат, и рассказал о себе, то, что у меня это заболевание есть. Если ставят такой диагноз, наверное, людям, просто там, родителям и самим детям не надо отчаиваться. Все хорошо.